Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, как вам улучшить свое финансовое положение. Ваш денежный канал продиагностируем. Вот. И у нас с вами будет 3 позиции на Таро новых ведьм. Я сегодня вам эту колоду демонстрировала. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, пока я перемешиваю карты, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. А после просмотра обязательно напишите комментарий или свое мнение. Итак, первая карта показывает состояние вашего денежного канала на сегодняшний день. Какое состояние у вас у денежного канала? Выкладываю 3 позиции. Вам нужно выбрать одну из 3. 3 позиции. Первая позиция лягушка. Вторая позиция цветочек зелененький. Третья позиция красненький. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, наша лягушка. И сначала смотрим состояние вашего денежного канала. Какое? На сегодняшний день это колесница. Вы знаете, карта колесницы, она показывает, что у человека неплохое состояние денежного канала, но он слишком торопится. Вот вы знаете, он имеет амбиции, да, большие амбиции. Удовлетворяются ли эти амбиции? Вот в чем вопрос. Выглядит ли он так, чтобы эти амбиции были удовлетворены, или имеет ли такое образование, стаж? Вот понимаете, в чем проблема? То, что зарабатывать деньги вы можете. Денежный канал у вас в принципе работает. Тут нужно, возможно, предпринять какие-то действия в жизни, да, чтобы деньги были у вас, с одной стороны. С другой стороны, вы слишком горделивы, вы прям уже как генерал себя ведете, да? А на самом деле являетесь ли вы этим генералом? То есть нужно этому соответствовать, вот тем амбициям, которые у вас есть. Поэтому если вы соответствуете тем параметрам, которые вы задаете, да, то есть хочу зарабатывать, там, не знаю, 1 000 000 в месяц. Соответствуете ли вы своим образованием, стажем, умением этому 1 000 000? Внешностью, там, статью, речью или нет? Вот в чем вопрос. Если да, то все хорошо. Если нет, вы можете по этой карте слишком преувеличивать свои достоинства, слишком мало видеть своих недостатков. Как любой полководец-генерал, да, он смотрит только вперед, направляет колесницу, да, скачет, но не видит своих недостатков. Вот у вас может быть с этим проблема. Однако канал работает, вот правда работает. Хорошо, давайте посмотрим, что блокирует этот канал. Есть ли какие-то блокировки этого канала? Вышла 7 кубков. Блокирует ваш денежный канал только состояние мечты и иллюзии. Только неадекватное восприятие своих способностей и возможностей. Ну, допустим, человек там может зарабатывать сейчас нормальные деньги, все, но хочет огромные и не идет работать на какую-то работу, которую ему сейчас, в принципе, жизнь предлагает, да, просто потому что мечтает о миллионах. Если бы он пошел работать на ту работу, что ему предлагает жизнь, он бы спокойно уже зарабатывал, у него бы было все хорошо, но он питает иллюзии относительно того, чего он достоин. Вот типа я же достоин большего. И начинает сидеть дома, обманывать сам себя. Он начинает не работать, а лениться, просто потому что ему не дают работу, мол, по оплате, которую он типа как считает достоин. Вы питаете иллюзии по поводу денег, именно иллюзии. Или пойду выиграю.
Зачем мне работать, если я могу основать бизнес или там криптовалюты вращать, или возьму и выиграю, да, выиграю в лотерею, в казино, выиграю все. Зачем мне работать? Вот, понимаете, такой человек, вот, да? И у него работает, опять же, канал, но этот канал блокирует иллюзии, собственные иллюзии. Так, как работает ваше подсознание по поводу денег? Давайте посмотрим, что у вас в подсознании. В подсознании у вас рыцарь кубков. Опять же, да, идет очень много в подсознании эмоций, желание идти по сердцу в жизни и работать только на том, что нравится, только нравится. То, что вы слишком, ну, я бы сказала, даже по колеснице и по рыцарю кубков, свободный человек. Вот правда, вы слишком свободный человек, чтобы вас поработила какая-то система. Ну как же, вы же лидер по натуре, вы будете управлять этой системой, как вам кажется. Однако не слишком ли ожидания завышены? Рыцарь кубков в подсознании тоже об этом говорит, что у вас завышенные ожидания от себя же самого или самой, во-первых. А во-вторых, вы как будто бы такой человек, что вам только то, что нравится, у вас такая творческая натура, полет фантазии. Вы бы могли быть любым хорошим специалистом, но вот у вас надо, чтобы это вам нравилось. Вы прям подсознательно идете, чтобы это вам нравилось. Я считаю это похвально, что ваше подсознание стремится к работе, которая не как кабала, а чтобы вам было по сердцу. И это хорошо. Есть ли проблемы для притягивания денег у вас? Фюнф, пятерка, да? Пятерка кубков. Карты говорят, что да, есть проблемы для притягивания денег на сегодняшний день у вас. Какого рода эти проблемы, да? Разочарование, печаль. Вы видите два опрокинутых кубка, опрокинутые возможности, да, или какие-то ваши неудачи, но не видите 3 целых кубка, которые стоят. И, соответственно, вам нужно понять, что цветы уже цветут, что вы можете процветать и просто не разочаровываться в своих каких-то неудачах, да, а смотреть действительно вперед в жизни и устраиваться туда, где сначала будет, ну пусть средний доход меньше, чем вы себе, ну, пытаетесь выдумать, да, но, по крайней мере, вы каждый месяц будете зарабатывать эти деньги. Или заниматься бизнесом, ну, пусть и не очень большим, но чтобы он вам нравился, и чтобы он хоть сколько-то приносил. Не думали об этом? Вот. Что нужно предпринять, чтобы увеличить доход? У вас пока, да, вот у вас есть прям проблемы для притягивания, именно вот в разочаровании. Не разочаровывайтесь, старайтесь убрать это из себя. Что нужно предпринять, чтобы увеличить доход? Десятка кубков – это карта, показывающая, что вы вполне можете процветать. Вам нужно научиться работать с людьми в одной команде, в одной компании, в одной фирме, в своем деле, но с людьми, сочетаться. Либо основывать семейный бизнес, присоединяться к родовым каким-то занятиям, профессиям. Также десятка кубков, конечно, карта гармоничная. Найдите в гармонию внутри себя, найдите свет внутри себя, и вы притянете деньги. Вы сможете увеличить доход. Просто нужно жить со всеми в мире и согласии и идти в коллектив, идти в работу, общаться с людьми, да, больше контактировать. И у вас сразу же все получится. Я в этом уверена на 100%. Человек вы явно способны, но проблема в том, что вы завышаете ожидания. Если вы их перестанете завышать, будете адекватно смотреть на мир и общаться и входить нормально в коллективы, у вас все будет хорошо, у вас будут деньги. Проблем с этим не будет. Ну, вот такой ответ у нас по первой позиции. А мы идем к позиции номер 2. Как вам увеличить свой доход, свои финансы? И первая карта – состояние денежного канала на сегодня. Какое? Туз пентаклей. У вас очень хорошее состояние денежного канала. Очень хорошее состояние. Эта карта счастливая. Она говорит о том, что вы притягиваете сейчас в свою жизнь деньги. Деньги текут к вам рекой или должны течь. Проанализируем проблемы, да, но все-таки должны течь. У вас нет блокировки, нет. У вас хорошее состояние денежного канала. Может, вы сами себе мешаете зарабатывать.
Потому что сами по себе деньги вас любят, конечно. Вообще вы человек, который очень сильно привлекает деньги и прям является денежным магнитом на сегодняшний день. Вам может в очень скором времени крупно повезти или привалить деньги, или хорошая работа, или клиентов больше, там, да, смотря чем вы занимаетесь. Но то, что у вас не заблокирован полностью там денежный канал, что он работает, это точно. Просто, да, вы можете совершать ошибки, но магического влияния на сегодняшний день я не вижу. Скорее, оно могло бы быть положительное, если бы человек делал ритуалы на деньги. Это да, это может быть. Хорошо. Давайте посмотрим, раз у вас туз пентаклей, прям выпала счастливая карта, да, которая, кстати, говорит о том, что да, вам везение, удача идет в жизнь. Посмотрим, что блокирует ваш денежный канал. Все-таки есть ли какие-то программы там негативные, да, может быть, люди или еще что-то. Что-то есть ли? Ну, вот видите, состояние, да, повешенный. Повешенный показывает, что вам кажется, что на вас давят какие-то внешние обстоятельства. Мол, попал я не в ту среду, не в ту обстановку. Деньги вы явно привлекаете к себе. Но вы считаете себя некой жертвой обстоятельств и ситуации. Причем, скорее всего, это надуманное. То есть вы, может быть, хотите казаться хуже, чем вы есть на самом деле. Или вы хотите для кого-то казаться беднее. Для чего это делается? Объясню. Чтобы за этого человека не зарабатывать, чтобы он был самостоятельный. Например, у вас взрослый сын. Вы знаете, как заработать деньги. Но тогда вам придется его снабжать этими деньгами. И вы тогда говорите себе, сострою-ка я из себя жертву, но лишь бы зарабатывал он сам, чтобы у него появилась самостоятельность. То же самое с мужьями, с женами. То есть вот такое чувство, что вы ради кого-то жертвовать не хотите собой. Или постоянно привыкли к состоянию более бедному, чем на самом деле привлекаете в жизни. Блокировка есть именно в подсознании, да, что есть негативная программа жертвы. Дальше, значит, посмотрим ваше подсознание как раз-таки, да. Подсознание – это Луна. Видите, Луна. Вы даже побаиваетесь денег. Крупные суммы могли бы испугать вас. Почему? Потому что, скорее всего, в роду есть денежный испуг какой-то, что богатый человек может очень пострадать из-за своих денег, из-за денег могут убить, как вот при раскулачивании, да, программы у человека остались. Из-за больших денег можно получить корыстное к себе отношение. Не хочу, не буду. Вы отталкиваете деньги своим подсознанием. Не хочу, не буду, да. Также вам хотелось бы больше духовного развития, чем материального почему-то. На сегодняшний день это так. Вам бы хотелось разобраться со своей жизнью, своими страхами, а вовсе не денег. Как таковые деньги могут вас не волновать, как идея фикс, а скорее вы их автоматически привлекаете в жизни, но в то же время и сами их боитесь, понимаете? Самое интересное, что это не чье-то влияние, это ваше влияние собственное, ну и вашего рода. То есть вы заработали себе недоверие к людям из-за денег. Возможно, вас использовали из-за денег в прошлом. И вы бы не хотели, чтобы так случилось вновь. Но вам нужно сосредоточиться на том, что вы хотите быть богатыми. И тогда у вас появится и другое окружение, какое вообще не будет обращать внимание, что вы тоже богаты, потому что и оно богатое, это окружение. Вы не думали о том, чтобы сменить окружение в будущем? И все. Вы боитесь корысти людей, вы боитесь, что вас не будут любить искренне, понимаете? И настолько боитесь, что, возможно, не являетесь уже еще до сих пор богатым человеком из-за этого. Хотя могли бы. А ведь богатым это быть счастливым. Почему бы и нет? Даже вот медицина вся, сразу все такие добрые, да, хорошая медицина, платная клиника. Потом красивые люди, вечера, там, не знаю, путешествия. Вы не думали, что с помощью денег можно быть более счастливым? Хороший дом, квартира. Вот самое лучшее – это условия проживания, да? Острова там, хорошие там, может быть, какие-то страны. Испания, Италия, да? Индия, Таиланд. Хорошее место для жизни сразу можно выбрать себе. Хороший дом, бунгало там или виллу. Почему нет? Почему вы не думаете об этом?
Почему вы фиксируетесь на ваших страхах? Скажите. Вам нужно это как-то по-другому. Подход такой, да? Есть ли проблемы для притягивания денег? Давайте посмотрим. Девятка кубков. Никаких. Нет у вас проблем для притягивания денег. Ну, нет у вас проблем. Вы можете исполнять любые свои желания. Деньги, если вы сейчас зафиксировались только на деньгах, они бы у вас уже были через месяц. Через 2, может. Ну, у вас есть что-то, подоплека какая-то, подспорье, из-за чего мы могли бы заработать большие деньги. На самом деле есть. Ну, присутствует это в вашей жизни. Ну, куда ты денешься, если оно вот есть у человека, не отнимешь. Вы знаете все способы, подсознательно знаете все способы и боитесь их. Да. У вас, причем прям и творческая жилка, тут, судя по картам, и бизнес-жилка. Не знаю. Вы талант. По сути, в вас живет бизнесмен, бизнесвумен, у вас все это есть. Плюс вы одаренная личность, очень умная, практичная, интересная. Да вы могли бы быть богатые. Чего не понимаю? Почему до сих пор не богатые? Из вот этих 2 карт. Ну, подумайте тогда. Что нужно предпринять, чтобы увеличить доход? Вот давайте сейчас настроим вас, да, настроим. Значит, смотрите, вышла у нас карта. Она у нас соответствует карте правосудия, да, получается? Только она немножечко в этой колоде, она, знаете, означает немножко другое. Она показывает паутину, паука и паутину. Также тут есть женский образ с собакой. Я поняла. Первое, что паутина, да? Паутина, это у нас соответствует чему? Что интернет, да? Сеть, интернет. Вот я как считаю, что это именно интернет. Дело в интернете. Подождите, а это может быть 2 тут, не 11, а 2, да? Может, это не справедливости касается, а жрицы. Но в любом случае совсем другой смысл. Сеть, паучья сеть, да? Паутина и паук. Вот понимаете, карта, она совсем в другом смысле здесь идет. Мне кажется, вы можете обратиться к заработку в интернете. К тому, чтобы развивать сайт, статьи, рекламу в интернете, социальные сети, YouTube-канал, Instagram, там, ТикТок, может, даже в Facebook, там, Twitter, вот что-то. Со всех сторон вот это все раскрыть, открыть у себя, да, и развивать там свои таланты. Или даже, вот знаете, еще есть Life Journal, вот такие сайты всякие. И получается, нет, это 11, да? И получается, смотрите, карта-то о чем здесь говорит? Что, мол, как паук плетет свои сети, оплетай все своим бизнесом, своей работой, да? Скорее так. Потом еще вот про образ нашего паука, это всегда ассоциируется с матерью и с божеством, которое плетет паутину этого мира, то есть связь со всеми людьми. Опять же, да, ассоциация с интернетом. И дальше, значит, у нас ассоциация еще, знаете, с чем идет? С тем, чтобы как можно больше привлечь клиентов к себе, различных там, да? Так получается. Я догадалась. Получается, создать единую сеть ваших клиентов или каких-то людей, кто, пусть даже помаленьку, как бы, да, приносит вам деньги. Вот у вас есть к этому талант, к такому бизнесу какому-то интересному. Вот смотрите, как это прям потрясающе. Собака — символ дружбы, да, дружбы. Паук — символ плетения, общей связи всех людей. Женщина, женская энергия, мягкая, покладистая. Что еще она? Значит, умение договариваться, наводить мосты с людьми. Вот так. Вот. Хорошо, я придумала тут, да? Связь между способом заработка и этой картой. Что у нас тут еще? Природа, лес, желуди. Нет, орехи, да, орехи. Это лесной орех. Ягоды. Может быть, что-то еще с природными материалами, творчеством связано, да? Продажа через интернет вашего творчества. Искусство какое-то, да, что продажи через интернет. Вот.
Ну, интересно у вас получается. Вообще, у вас неординарная вы личность, да? И вы можете зарабатывать, получается, так, интересными способами, понимаете? Интересными способами. Я считаю, это прекрасно. Ну, конечно, карта справедливости здесь уже не такой смысл. Не совсем не такой. В этой колоде Таро новых ведьм. Тут скорее вот такой вот, да, природная ведьма, паучиха. Ну, вот. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции, да. Хорошо, третья. Третья позиция. Красная брошка. И первая карта – состояние вашего денежного канала. А тут у нас, значит, карта «Мир». Но она тоже здесь немножко особенная. Хоть мы и видим здесь мировое дерево, да, мировое дерево, перевод. Но она как немножко отличается от трактовки карты «Мир». Потому что мировое дерево – это как божество, понимаете? Или то, от чего произрос весь мир. Божество, к которому можно обратиться. Поэтому, вы знаете, вот состояние денежного канала, в принципе, рабочее, да, рабочее. Но ему нужно постоянное укрепление, да, чтобы вот за что-то держаться. Вам нужна основательность, корни, подоплека такая, вот что вы держитесь за что-то, да. И пока у вас нет стабильности, канал не может ваш работать. Он должен укореняться, укрепляться. И для этого нужно время, рост. Время для роста. Понимаете? По принципу дерева. По принципу того, что сначала есть семя, потом оно пустило корень, росток, потом это выросло. То есть у вас за 5 минут деньги не придут. Судя по этой карте, ваш денежный канал работает, но медленно, медленно, но верно. А потом он, когда заработал и начал что-то приносить, да, там, денежную энергию, это надолго и может годами держаться. И такой канал невозможно испортить за 5 минут. Хорошо. Что блокирует ваш денежный канал? Есть ли что-то, что блокирует рост этого дерева? Ага. 7 жезлов. Ваш денежный канал блокирует состояние вот любой скандальности, конфликтов, нападок как со стороны вас на других, так и со стороны людей на вас, понимаете? Любое состояние вот воинственности, да, войны, вот этого сражения, с кем бы то ни было, выяснения отношений, сразу же блокирует ваш канал. Получается, любые скандалы, конфликты выводят вас из себя, что на работе, что в жизни, в личной. Они выводят настолько из строя, что будет потом уже не до заработков. Понимаете? В этом вся ваша проблема. Вам нельзя выходить из себя. Вам нельзя гневаться, ругаться, кричать. У вас сразу же это отражается на ваших денежках. Эмоционировать слишком нельзя. Психовать нельзя. Реагировать на людей. Они могут быть скандальными легко. Когда ты работаешь в магазине, на почте, в больнице. Какие тебе будут потом деньги, если ты наорался за день, там, на тебя на все... Ищите спокойную работу. Человек не дерево на самом деле, да? Он же может ведь и ходить, и переходить с одной работы на другую. Вам нельзя скандальную работу иметь. Ну, нельзя. Ни школа, ни садик вам не подходят. Ни училище, ни полиция, ни военное учреждение. Ну, не подходит. Ни почта, ни магазин. Все, где на вас могут накричать, наругаться, выяснять отношения, не ваше. Это вас выведет, и вы не сможете зарабатывать, понимаете? Хорошо. Ваше подсознание. 9 мечей. Отчаяние в жизни, неверие в себя, преувеличение негатива в окружающих, да, и вообще в жизни, в любых событиях, блокирует ваши деньги. И подсознание у вас сейчас как раз-таки страхи, блокировка в подсознании полнейшая в виде депрессии, в виде различных сбоев вот таких вот, да, что есть психологические травмы, может быть. И да, вы не очень хорошо себя чувствуете. Может быть, кто-то
вам что-то говорит, рассказывает, что вас пугает в жизни, пугает. И также, может быть, вы, ну, как будто бы, знаете, с кем-то недавно, может быть, вступили в некий спор, конфликт, вражду. Вас это довело. И сейчас, что бы вам ни сказали по этой теме, вас сразу же выносит. Не до денег вам, понимаете? У вас какая-то есть травма психологическая или вот, да, накрученное состояние в подсознании. Есть ли проблемы для притягивания денег? Шестерка пентаклей. Проблем нет, но все должно быть честно, справедливо. Вы должны попасть или на честную работу, или в честный бизнес. Вы слишком, возможно, даже как-то доверчивы. Если вас начнут обманывать, вы ничего не поймете. Вам это плохо скажется на вас, понимаете? И вам надо по-другому. Вам надо вот стабильная работа, где вы можете расти в карьерном росте, да, и без всяких вот этих вот психов, да, психопатств. Чтобы вас не доводил ни коллектив, ни клиенты. Найдите такую работу. Я считаю, что блокировок, проблем здесь для притягивания нет. Проблема только в вас, внутри, да. Что вы попали, может, не в то место когда-то. Или с кем-то поссорились, или ссоритесь постоянно. И тут дело не в магических каких-то блокировках, а в том, что вам нужна стабильность. Вот и все. Равноправие вам нужно. Свобода выбора и действий. Что нужно предпринять, чтобы увеличить доход сейчас? Колесо. Ну, либо уехать куда-то, в другое место, либо перейти на другую работу, я же говорю. Либо найти работу, ну, как будто на расстоянии от дома. А также подчиниться воле случая и судьбе. Колесо всегда об этом говорит, что скоро у вас все поменяется в жизни. Жизнь преподнесет какой-то сюрприз. И подчинитесь этому сюрпризу, идите туда, где у вас вот эти перемены. И у вас все получится, вам повезет. Вот эта карта, она всегда показывает внезапное везение, удачу, да. Что скоро все сменится и улучшится в жизни. Ну, такой ответ по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, помогайте донатами, помогайте рекламой, там, стикерами платными, становитесь спонсорами канала. Для нас это все очень важно. И смотрите шоты на канале. Всем пока и до новых встреч!